Эмомали Рахмон был в ярости. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что в Кыргызстане двух граждан Таджикистана приговорили к пожизненному заключению. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Суд в Баткенской области Кыргызстана приговорил двоих граждан Таджикистана к пожизненному заключению. Суд признал их виновными по статьям 380 «Преступление против мира» и статьей 391 «Мародерство» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Таджикистанцы были арестованы вскоре после вооруженного конфликта, произошедшего на таджикско-кыргызской границе 28 и 29 апреля этого года. Власти Таджикистана пока не прокомментировали приговор Кахарову и Юнусову. Аскар Юнусов и Абдуразик Кахоров были задержаны кыргызскими силовиками в мае этого года. Абдулаис Юнусов рассказал, что они живут на одной улице с кыргызами в необозначенной приграничной зоне. Между тем, этим же судом 15 сентября начался процесс над тремя этническими таджиками, гражданами Кыргызстана. Их также обвиняют в совершении преступлений в ходе апрельского вооруженного конфликта. Прокуратура потребовала приговорить каждого из них к 20 годам заключения. Ожидается, что приговор будет оглашен 21 сентября. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно документам, которые оказались в распоряжении, арестованных обвиняют в измене родине, незаконном пересечении госграницы и незаконном обороте наркотиков. Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28 и 29 апреля. Власти Таджикистана заявляют, что в ходе этого пограничного конфликта погибло 19 человек и 87 получили ранения. По данным кыргызской стороны, 187 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Душанбе и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили, соответственно, дела в отношении вооруженного конфликта. О том, как ведется следствие, в генпрокуратурах Таджикистана и Кыргызстана не сообщают. Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 980 километров, из которых на сегодняшний день делимитировано и демаркованы только 519 километров. Как вы думаете, как долго еще будет продолжаться такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!